Эта игра только начало великих свершений, новых открытий. Мир ждет. Уважаемые телезрители, национальная вещательная компания «Саха» и GamesAsia.ru сегодня проводят прямую трансляцию, и нас сегодня смотрит весь мир. Совсем чуть-чуть осталось до игр «Дети Азии». Сегодня мы в прямом эфире проведем жеребьевки по игровым видам спорта. Сегодня будут проходить жеребьевки по таким видам спорта, как баскетбол, девушки-юноши, волейбол, девушки-юноши и футбол. Ну а жеребьевка проводится комиссией в составе председателя Республиканской организационной комиссии пятых международных спортивных игр «Дети Азии», вице-президент Республики Саха-Якутия Дмитрий Евгеньевич Глушко. Также у нас сегодня присутствует главный судья соревнований, судья международной категории, олимпийский чемпион Павел Павлович Пенигин. И нам будут помогать Давид и Ольга. До жеребьевки осталось совсем немного. Вот хотелось бы спросить, Дмитрий Евгеньевич, по какому принципу отбирались команды по игровым видам спорта? Желающих участвовать в играх «Дети Азии» становится все больше и значительно больше, чем того позволяет положение об играх. Это и есть в индивидуальных видах программы, это касается игровых видов спорта. Например, на соревнования по футболу заявилась для участия команда из 7 стран. Хотя по положению из зарубежных стран может участвовать только 4 страны. Такое же положение сложилось и в других игровых видах, как баскетбол и волейбол. И отбор команд, которые допущены сегодня к жеребьевке, происходил по согласованию с федерациями по этим видам спорта азиатского континента. Этот отбор происходил в соответствии с рейтингом, поэтому команды, которые участвуют сегодня в жеребьевке и которые приедут для участия в играх, они будут представлять самый высший уровень подготовленности спортсменов данных видов спорта на азиатском континенте. Они будут на сегодняшний день занимают места в первой десятке рейтинга своих федераций в своем возрасте. Спасибо. Павел Павлович, кому как не вам знать, что жеребьевка решает многое в любых соревнованиях. До соревнований осталось совсем немного, и пятые международные спортивные игры «Дети Азии» откроют новые имена, новых чемпионов нам подарят. Ваши пожелания спортсменам? Ну, спортсменам и командам я хотел бы пожелать, несмотря на жеребьевку, проявить себе самой лучшей стороны, показать содержательную игру, высокую технику и, конечно, спортивный характер. Тогда радовать победу не ждет. И пожелал бы, что пусть победит сильнейший. Спасибо. Действительно, пусть победит сильнейший. Ну а мы начинаем жеребьевку. Первый номер в группе «Б» во всех группах будет занимать команда Республики Саха-Якутия, так как Республика Саха-Якутия является хозяином, и поэтому наша команда будет возглавлять группу «Б». Ну а другие команды в целях равномерного распределения зарубежных и российских команд по группам А и Б шары с номерами и названиями команд расположены следующим образом. В корзине номер 1 лежат 3 шара с названиями российских команд, ну а в корзине номер 2 лежат 4 шара с названиями команд из зарубежных стран. Корзина 3 и 4, там лежат шары с названиями группы и номера. Таким образом мы узнаем, какая команда попадает в какую группу и под каким номером. Ну а жеребьевку начинаем мы из баскетбола девушек. Допущенные принимают участие в жеребьевке следующие команды. Это Китай, Индия, Непал, Монголия, Дальневосточный федеральный округ, Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ и команда Республики Саха-Якутия. Так как команда Республики Саха-Якутия попадает в группу Б1, мы начинаем с группы А. Итак, пожалуйста, Давид, из корзины номер 1, где расположены российские команды, мы вытягиваем шар с названием сборной команды. Так. Это команда Сибирского федерального округа. Итак, Сибирский федеральный округ попадает в группу А под каким номером? Номер 4. Сибирский федеральный округ будет в группе А под номером 4. Вытаскиваем следующий шар, где находятся зарубежные команды. 1. 1. Команда Монголии. Вытаскиваем шар из группы Б.
Команда Монголии, группа Б под 4 номером. Следующий шар вытаскиваем тоже из зарубежных команд. Из этой. Из зарубежных. Индия. Индия. Сборная Индии. Вытаскиваем шар из группы А. Итак, сборная Индии в группе А под 2 номером. Из корзины номер 3 вытаскиваем, из корзины номер 1 вытаскиваем следующий шар, где находятся российские команды. Эта команда попадет в группу Б. Дальневосточный федеральный округ попадает в группу Б. Под каким номером? Б2. Дальневосточный федеральный округ будет в группе Б под номером 2. Вытаскиваем следующий шар, где лежат российские команды. Где российские команды? Где российские команды? Так. Так. Уральский федеральный. Уральский федеральный округ будет в группе А. А3. В группе А под номером 3 Уральский федеральный округ. Теперь вытаскиваем зарубежные команды, которые остались по одному. Первая команда попадет в группу Б. Непал. Это команда Непал. В группу Б под каким номером попадает Непал? Непал под 3 номером в группе Б. И последнюю команду, Давид. Китай. Китай. Китай попадает у нас в группу А под номером 1. Итак, завершилась жеребьевка по баскетболу среди девушек. И в группу А попадает сборная команда Китая, Индии, Уральский федеральный округ и Сибирский федеральный округ. А в группе Б команда Республика Саха-Якутия, Дальневосточный федеральный округ, сборная Непала и Монголии. Очень интересные команды, и мы ждем, конечно же, очень жарких игр во дворцах спортивных игр «Дети Азии». Ну а сейчас начинаем жеребьевку среди юношей, тоже по баскетболу. И здесь будут участвовать сборные команды Китая, Сирии, Индии, Саудовской Аравии, Дальневосточного федерального округа, Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ и команда Республики Саха-Якутия. Как мы уже говорили, Республика Саха-Якутия попадает в группу «Б» под 1 номером. Итак, начинаем с российских команд. Уральский федеральный округ. Уральский федеральный округ попадает в группу А под номером под номером 2. Продолжаем. Мы вытаскиваем и зарубежные команды. Покрути их там, да. Так. Индия. Команда Индии попадает в группу Б под номером Б3. Итак, еще одну зарубежную команду вытаскиваем, Давид. Так. Команда Саудовской Аравии попадает в группу А. И возглавляет группу А. Группа А1. Российскую команду, Давид. Давид. Дальневосточный. Дальневосточный федеральный округ попадает в группу Б. Б4. Дальневосточный федеральный округ. Еще одну российскую команду вытаскиваем. Сибирский федеральный округ попадает в группу А.
А3. Сибирский федеральный округ. Итак, у нас остаются зарубежные команды. Первая команда попадает в группу Б. Сирия. Сирия. Команда Сирии попадает в группу Б под номером Давай. 2. Сирия под номером 2 в группе Б. Итак, последняя зарубежная команда, которая попадает в группу А. Это команда Китая. И также завершилась жеребьевка по баскетболу среди юношей. Еще возьму. Да, Китай попадает в группу А под 4 номером. Таким образом, у нас сформировались группы, и в первой группе, в группе А, будут играть Саудовская Аравия, Уральский федеральный округ, Сибирский федеральный округ и Китай. В группе Б будут играть Республика Саха-Якутия, сборная команда Сирии, Индии и Дальневосточный федеральный округ. Переходим на жеребьевку волейбольных команд. Итак, в волейбол девушки будут выступать сборные команды Китая, Таиланда, Казахстана, Монголии, Дальневосточный федеральный округ, Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ и команда Республики Саха-Якутия. Здесь тоже наша команда попадает в группу Б под 1 номером. Итак, начинаем. Из корзины 1 вытаскиваем российскую команду, которая будет попадать в группу А. Сибирский. Сибирский федеральный округ попадает в группу А под номером под номером 1 будет возглавлять группу А Сибирский федеральный округ. Зарубежную команду вытаскиваем. Монголия. Монголия попадает в группу Б. Под номером 2. Сборная команда Монголии под номером 2 в группе Б. Вытаскиваем еще один шар из зарубежных команд. Давид. Давид, здесь. Сборная команда Китая попадает в группу А. Под номером 3. Под номером 3 в группе А. Итак, следующую команду, российская команда, которая попадет в группу Б. Уральский федеральный округ попадает в группу Б. Под номером 3 Уральский федеральный округ в группе Б под номером 3. Давид, вытаскиваем следующий шар. Российский, да. Российский шар. В группу А попадает команда Дальневосточного федерального округа. Дальневосточный федеральный округ в группе А под номером 2. Итак, у нас остаются зарубежные команды. Давид. Первая команда попадает в группу Б. Это Таиланд. Сборная Таиланда попадает в группу Б. Под номером 4 сборная команда Таиланда. Итак, следующая команда. Эта команда попадает в группу А. Казахстан попадает в группу А. Под номером 4. Итак, дорогие телезрители, завершилась жеребьевка среди команд по волейболу среди девушек. И в группе А будут играть Сибирский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ, сборная команды Китая и Казахстана. В группе Б республика команда Саха-Якутия, Монголия, Уральский федеральный округ и сборная команда Таиланда. Мы переходим в волейбол юноши. Здесь допущены и принимают участие в жеребьевке следующие команды. Это Казахстан, Кувейт, Оман, Туркменистан, Дальневосточный федеральный округ, Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ и команда Республики Саха-Якутия. Команда Республики Саха-Якутия здесь тоже попадает в группу Б под 1 номером.
Итак, начинаем. Вытаскиваем первый шар. Уральский федеральный округ попадает в группу А. В группе А под 4 номером Уральский федеральный округ. Следующий шар, Давид, это зарубежная команда, которая попадет в группу Б. Команда Казахстана попадает в группу Б. Казахстан под номером Б2. Группа Б. Оман. Оман. Сборная команда Омана попадает в группу А под номером. Сборная команда Оман попадает в группу А под номером 2. Итак, вытаскиваем российскую команду. Дальневосточный федеральный округ попадает в группу Б. Под номером 3 Дальневосточный федеральный округ. Следующую российскую команду, Давид. Сибирский федеральный округ попадает в группу А. В группе А под номером 1. У нас остаются две команды. Зарубежные команды. И первая команда попадает в группу Б. Туркменистан. Эта команда Туркменистана попадает в группу Б под номером 4. Туркменистан в группе Б под номером 4. И последняя команда. Кувейт. Кувейт. Кувейт у нас в группе А. Под номером 3 Кувейт в группе А. Итак, завершилась жеребьевка по волейболу среди юношей. И у нас сформировались команды. В группе А будут играть Сибирский федеральный округ, Оман, Кувейт и Уральский федеральный округ. Группа Б – Республика Саха-Якутия, Казахстан, Дальневосточный федеральный округ и сборная команда Туркменистана. Переходим к жеребьевке по футболу. Здесь у нас будут участвовать команды Узбекистана, Сирии, Саудовской Аравии, Кувейт, Дальневосточный федеральный округ, Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ и сборная команды Республики Саха-Якутия. Здесь тоже команда Республики Саха-Якутия возглавляет группу Б. Итак, начинаем. Вытаскиваем первую российскую команду, которая попадает в группу А. Дальневосточный федеральный округ попадает в группу А под номером 2. Дальневосточный федеральный округ. Вытаскиваем следующий шар, где лежат зарубежные команды. Узбекистан. Узбекистан попадает в группу Б под номером 3. Вытаскиваем следующую зарубежную команду. Кувейт. Кувейт попадает в группу А. Под номером 1 Кувейт возглавляет группу А. Итак, следующий шар, российскую команду. Российская команда, которая попадает в группу Б. Сибирский федеральный округ попадает в группу Б. В группу Б под номером 4 Сибирский федеральный округ.
Из корзины номер 1 вытаскиваем российскую команду, которая попадает в группу А. Это команда Уральского федерального округа. Под номером 3 в группе А Уральский федеральный округ. Вытаскиваем зарубежную команду, которая попадает в группу Б. Сирия. Сирия попадает в группу Б под номером 2. Сирия в группе Б под номером 2. У нас остается последний шар. Это зарубежная команда, которая попадает в группу А. Саудовская Аравия попадает в группу А под номером 4 в группе А Саудовская Аравия. Итак, у нас завершилась жеребьевка по футболу. И в группе А будут играть сборная команда Кувейта, Дальневосточный федеральный округ, Уральский федеральный округ, Саудовская Аравия. А в группе Б Республика Саха-Якутия, Сирия, Узбекистан, Сибирский федеральный округ. Вот так завершилась жеребьевка. Очень интересные группы по всем видам спорта. Дорогие телезрители, на этом все. Ну, как сказал Павел Павлович Пенигин, пусть победит сильнейший. Путь и в 1000 ри начинается с одного шага. При встрече с соперником будь приветлив. Птицы сильны крыльями, а люди – дружбой. Выпущенная стрела назад не возвращается. Вода течет вниз, а человек стремится вверх. Мы желаем победы сильнейшим. Дети Азии. Начало побед.